Уйгуры Казахстана провели церемонию встречи президента Американской комиссии по международной религиозной свободе Нури Тюркели в зале дружбы в Алматы. Республиканский уйгурский этнокультурный центр, крупнейшее уйгурское государственное учреждение Казахстана, организовавшее прием от имени всех уйгуров Казахстана, почтил Нури Тюркели, одетого в мантию. Представители Американо-Китайского комитета по стратегической конкуренции Палаты представителей США, посетившие Великобританию, призвали лондонское правительство классифицировать зверство в Восточном Туркестане как геноцид. Делегация во главе с Майком Галлахером, председателем недавно созданного Комитета по стратегической конкуренции между США и Китаем в Палате представителей США, посетила Великобританию. Сообщается, что во время визита представители США обсудят с британскими официальными лицами вопросы китайской угрозе и потребуют от Великобритании более жесткого отношения Китая в отношении Гонконга, рассмотрят репрессии Китая в Восточном Туркестане и признают зверство геноцидом. Инвестиции крупнейших государственных пенсионных фондов Канады в Китай подвергнутся контролю из-за заявления о том, что за счет фондов финансируются репрессии Китая против уйгуров, а также из-за ухудшения отношений между двумя странами. Недавно представители пенсионного плана учителей Онтарио корпорации управления инвестициями Британской Колумбии сообщили парламентскому комитету, изучающему канадско-китайские отношения, что они приостанавливают новые прямые инвестиции в Китай из-за растущих рисков, связанных с этой страной. Мехмед Тохти, исполнительный директор проекта по защите прав уйгуров, говорит, что пенсии канадцев инвестируются в компании, которые извлекают выгоду или допускают жестокость китайского правительства по отношению к своему народу. Кандидат в президенты Синан Оган, набравший 5,2% голосов в первом туре президентских выборов, состоявшихся 14 мая, объявил, что поддержит Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай представляет собой самую большую проблему в мире для глобальной безопасности и процветания. Однако другие ведущие экономики не должны пытаться полностью отделиться от Китая. Китай представляет собой величайший вызов нашей эпохи для глобальной безопасности и процветания, становясь все более авторитарным внутри страны и укрепляя свое влияние за рубежом, сказал Сунак журналистам после саммита G7 в Хиросиме. Согласно неофициальным результатам всеобщих выборов, проведенных в Греции, 4 турецких кандидата от региона Западная Фракия были избраны депутатами и получили право баллотироваться в парламент.